Почему-то женщина съела вот женщину, при этом нужна поправка. Нож стал очень тупым. Хищная птица. Именно ку. Ку. Где-то вот так. Ку. Здравствуйте, дорогие друзья! У нас продолжается рубрика «Музей зимних рецептов». И сегодня мы в гостях у наших друзей, которые любезно предоставили нам площадку для съемок, этнографический комплекс Чачурмуран. И мы сегодня, вот, к большому сожалению, уже пока сегодня не будем ничего делать, ничего не будем изготовлять, а кратко расскажем как раз про кузнеческое дело и как раз орудие охоты, которое было с металла. Ну, давайте начнем с более таких архаичных инструментов. Это у нас батас и батыя, которые вот тут стоят наверху. Если приглядеться, то можно увидеть. Вот под косой как раз один из таких видов оружия. И еще слева, если взять, очень хорошо сохранившийся батас стоит. Там можно посмотреть, он, скорее всего, да, вот архаичный, якутский. Ну, и самое главное, как раз если говорить про кузнецов, вся эта вот традиция кузнечества. Вот кузнецы в Якутии были одними из уважаемых таких высших сословий. Скорее всего, только после баев они были. И их технологии у нас в современности почти утрачены, только единичные мастера могут сами производить металл в Якутии. И вот, верхом как раз мастерства, можно сказать, кузнецов Якутии достигло как раз в 17 веке. Они могли производить вот такие огнестрельные оружия кустарного производства в Якутии. Ну, как отмечают многие исследователи, такие как Мак, Серашевский, они прям удивлением пишут, что якутские кузнецы у себя в Якутии делают огнестрельное оружие полностью. Сам ствол они могут заковать, отлить, и также механизм спусковой. Ну вот примерно вот как вот ровно вот это оружие могли они произвести. Ну, такие кустарного производства, как раз огнестрельное оружие у нас хранятся в многих краеведческих музеях. И лично я сам видел в музее в Нюрбе, если не ошибаюсь. И также вот музей Кентик, кажется, в Верхнеуфалейском Улусе, тоже вот село, где жило очень большое количество кузнецов. И такой феномен здесь в Якутии, даже вот кузнецы жили отдельными поселениями. Вот в Нюрбе это у нас Сата поселок, он сейчас уже не существует, тогда жило, до революции, так скажем, и до Великой Отечественной войны очень большое количество кузнецов, которые именно занимались только своим делом, отдельно от всего населения. И вот, тут великое множество огнестрельного оружия. Мы будем говорить уже вот как раз в контексте оружия, уже про охоту на медведей. Самым главным, конечно, методом добыть медведя это было огнестрельное оружие. С далекого расстояния можно убить медведя без физического соприкосновения. Но до огнестрельного оружия, как охотились наши предки, они охотились, скажем, двумя методами. Либо, как рассказывается в многих рассказах, повестях, виянах, о том, что человек мог убить, просто зарубить медведя, батас или батыя. И также есть очень хорошо описанный метод охоты на медведя. Это охота при помощи рожона, копья. Копье тут, к сожалению, мы не можем увидеть. Тут очень маленький такой очень похоже на копье есть оружие. Копье якутское, она какое было? Она не просто вот как вот тут показано копье со острием, но и также еще у него был упор. И с копьем человек подходил к медведю, дожидался до того момента, пока медведь не встанет на задние ноги, поднимет передние лапы. И просто, когда медведь на него спускался, атаковал, он просто, в таком положении просто он приподнимал на медведя копье, и медведь сам уже, получается, упирался под это копье и умирал. И это самый такой экстравагантный и опасный вид охоты на медведя, но он был эффективным. И также в зимнее время, как охотились на медведя. В зимнее время, когда медведь находится в спячке, его надо было обязательно будить. И также еще в берлогу спускался самый молодой охотник. Это было его, так скажем, крещение на охоту. Его будили, и после того, как он только зарычит, проснется, его надо было убить. Что касается фольклора народа Саха, медведь у нас дружелюбное животное, даже в многих рассказах. Она является либо помощником, либо советником людей таких. И также
из фольклора надо сказать про шаманов, то что некоторые, ну, хищные шаманы, Кагыла Юннар, Семяха Юннар, они могли перевоплощаться с медведей. Это очень сильные шаманы, там 9-го коления, кажется, называли. Ну, самое частое перевоплощение шамана, вот как раз мы видим, Гагары. Ну, он мог нырять и летать, это универсальное животное, так скажем. Он и улетал в верхний мир, и спускался в подземье, ныряя. Ну и самая часто упоминаемая часть медведей именно вот в народном фольклоре, письменном фольклоре, это медведь-шатун, ну, медведь-хищник, так скажем. Потому что медведь, ну, в свое время это в естественной среде, это высшее звено в своем пищевой цепочке, у него естественных врагов в природе нету. Он больше не охотится, еще надо сказать, а он падальщик. Он может человека тронуть только, ну, как из-за любопытства. А вот если медведя зимой разбудить, то он уже вот должен кушать. И, скорее всего, самым легким способом пропитания является человек. Ну и такие медведи обычно нападают на людей. И чаще в фольклоре, именно в преданиях встречается в том, что почему-то женщина съела вот женщину, притом беременную, и оставляет ребенка. Вот таких историй я читал, ну, вот, с детства очень много раз. И надо сказать именно вот еще, кто мог убивать медведя. И вообще, если это очень глубоко уважаемое животное, тотемное даже можно сказать, то его добывали либо в самые голодные времена, когда есть было больше нечего, либо очень сильная семья. Потому что вот подумайте, как я уже до этого говорил, самый молодой подросток, скорее всего, спускается в берлогу, добывает этого медведя. А кто захочет своего сына спускать? Только хорошо уверенный человек в своих силах, и самое главное, в силах своего сына, это были, ну, такие крупные семьи, уважаемые, скорее всего, где много мужчин, они как раз, ну, позволяли себе охотиться на медведей. И самым последним, ну, моментом инициации вот молодых охотников, которые раздобыли медведя, им именно человеку, который как убившего медведя, давали, ну, съесть лапу. Именно лапу, с которой он ни с кем не делился, он должен был съесть его абсолютно сам, один. И с этого уже начинаем, ну, самую интересную часть нашей рубрики. Будем готовить лапу медведя. Наши друзья вот как раз любезно предоставили нам лапы медведя. Это задние лапы. Ну, тут можно очень просто понять. Ну, характерного медведя задние лапы, ну, как ступня вот такая, все пальцы спереди, а у передней лапы у них, ну, хватательный палец, тут большой палец, ну, как у нас, скажем. Ну, мы эти ступни будем пока разделывать. Ну, сперва надо отделить кожу от мяса, так скажем. Ну, я это делаю первый раз. Судить не строго. Какие правила вообще существуют? Ну, по разделке медведя самое главное правило, которое мы узнали с коллегами, это во время разделки у медведя закрывают глаза. Ну и также еще те, кто занимается разделкой, они не говорят своего имени. Ну и относятся довольно уважительно все равно к медведю. Вот, видим, тут уже ступня очень жирная. Будем как-то вот так делать. При разделке женщины вот, не принимали участие. Вообще в охоте на медведя женщины не принимали. Если в каких-то других видах женщина могла принимает участие, то вот как раз при охоте на медведя это вот считается только мужское. И при разделке женщина даже не должна смотреть, присутствовать в этом моменте. Кстати, говорят, что разделанный медведь очень похож. Говорят, что да, разделанный медведь, он очень похож на женщину. Ну, я вот ни разу не видел полностью разделанного медведя, отделенной шкурой. Ну, говорят так. Момент истины, уже вот куча жира. Ступня отделяется. Кстати, я вот ступню отделенную видел, но там не было жира. Я, может, что-то неправильно делаю, конечно. А для чего отделяются? Вот, Сушат, ну, как трофей. Сушат, можно дома повесить. Многих, кстати, в гостях, когда был, да, видел, что прям, ну, люди хранят ступню медведя у себя дома. Можно собак приучать с детства к запаху медведя, но это, кажется, не очень всегда помогает. Собаки очень сильно боятся медведя. Вот. Уже финишная прямая.
Осталось чуть-чуть. Отделить последний палец. Вот. Ну, лапа уже полностью отделена. Ну, если так вот, именно вот так высушить, то должно выглядеть довольно красиво. Ну, теперь... Сохнет, да, немного? Да, она немножко усохнет. Ну, тут размер сантиметр, наверное, сократится. Ну, мяса много, так сказать, довольно. Вот еще жир у ступени. Ну, вот это засохшую старую часть тоже отделяем. Вот, мы разделали, вот так он выглядит. Ну, полностью помыли. Ну, со второй лапой случился у нас очень неприятная ситуация. Она чутка неправильно, кажется, хранилась и сгнила. И там мясо уже коричневого цвета было. Ну, уже сейчас приступаем к готовке. Самому важному моменту нашей рубрики. Ну, как сказать, готовим очень просто. Сперва включаем огонь, не такой сильный. Надо посолить надо. Ну, примерно столовую ложку, скорее всего, чуть-чуть будет подсоленая. Вот такую вот горстку. Я так добавляю вот на такое же количество соли, может быть, чуть больше надо. И вот. Просто варим. И просто варим. Можно добавить, скорее всего, и холодную воду, потому что суп как мы варим? Мы же не в кипящую воду кидаем, а просто в воду. И ждем. И вот у нас уже скипело, это прошло примерно полчаса, может быть, меньше. Выглядит пока вот так. Ну, видно, что не сварилось, это понятно. Ну вот, еще возвращаясь тоже к северным жителям, которые мясо не употребляли, этого медведя. Ну, надо сказать то, что они не просто выкидывали, они брали, если убивали медведя, то они шкуру брали себе, потому что все-таки это очень теплый мех, хороший, качественный. Скорее всего, использовали как ковер, ложбище, потому что на нем спать довольно приятно, во-первых, если хорошо обработать. И вот насчет обработки, чтобы его можно было использовать, то при помощи чего-нибудь кислого, опять же. Кислое молоко можно взять, немножко перемешать там с древесными опилками, там, песком, и тогда весь этот жир уходит. И следующие вот остатки мяса, медведя, череп, кости, внутренности, они закапывали на берегу, где уже вода смывала все. И таким образом просто относились с таким же уважением к этому животному. Это что касается именно... Да, это что касается именно северных жителей, кочевных культур, скорее всего. Они вот так делали с мясом. Они мясо не кушали, скорее всего, потому что у них в основном пропитание это мясо оленя. У нас уже, так скажем, почти готово, он там уже почти жарится. Сказать, 2,5 часа уже готовилось. 2/3 воды выпарилось, осталось только, от 3 литров остался только литр воды. И вот, сейчас скажу, о чем я с самого начала просто не говорил. Это, сюрпризы со стороны наших вот этих медведей. Это его очень хорошо известные паразиты. Кушая неправильно термически обработанное мясо медведя, можно получить так называемый трахеолез, болезнь паразитов. Паразиты, которые не только в желудке живут, но и чуть там глубже могут углубиться в мясо. Ну и также надо сказать, отметить о том, что вот какие традиции при употреблении мяса медведя у нас есть. Это, во-первых, те, кто кушает мясо, они кричат как хищная птица, именно ку, ку. Где-то вот так. Ку! Вот так вот. Это обманывает так называемых духов, можно сказать. И говорят, как будто не человек кушает, а какая-то другая хищная птица. Давайте попробуем. Пожелайте удачи мне. Надеюсь, все очень хорошо приготовилось. Друзей у меня, соседей не будет. Мясо на вкус приготовилось, на вкус он очень отдаленно напоминает мясо лося, который тут раз был.
Он, конечно, по структуре вообще не похож, вкус у него приятный. Ну, мясо, просто вкус мяса. Сильного вкуса дичи нету, так как это хищное животное. Она траву не кушает. Ну, на удивление вкуса, опять же, как скажу, крови нету. Вот она, кстати, напоминает беличье мясо. На вкус ровно такое. Он вспомнил. Ну, кушать можно. Если использовать разные специи, конечно, будет очень вкусно. Жаркое обычно пускает, ну, более такой филейную часть. Ну вот, как я уже отметил, не надо экспериментировать. Ни в коем случае его не кушать сырым. После касания сырыми частями медведя лучше руки обильно промыть под проточной водой с мылом, чтобы все смыть. Ну, мясо можно кушать. У нас чуть-чуть не хватает соли.